Доброе утро, Боцо. Боцо, слышу тебя. Иду. А ты хорошо пел. Очень хорошо. Эй, петух мой. Сегодня праздник Кахсканан. В честь мальчиков, родившихся в этом году. Да, Боцо, да. Дедо! Эй, дедо! Ого, Симон! Иди сюда. Пора идти на праздник Зако. Ох, Симон, а как же мы с пустыми руками пойдем? Что люди скажут? Люди скажут. Старый Симон подарил правнуку Зако свое богатство. Пусть мальчик просыпается вместе с моим петухом. Я хочу, чтобы мальчик слышал на рассвете звонкий голос моего единственного белокрылого Боцо. Симон, ты прав. Пусть мальчик просыпается вместе с твоим Боцо. Вот так, дядя. И что ты всегда мимо лестницы сходишь? А ты куда полез, дядо? А я тогда возьму свою утку. И ты сравниваешь свою утку с моим петухом? Ну ладно, пойдем. Да, блажен, кто верует. Люди ждут нас, отец с Тьяком. Надо поторопиться. Подожду. Разве праздник может обойтись без Господа Бога, а? Всякий человек хочет предстать перед Господом своим с чистым сердцем. А ты, а? Знаешь, как сказано было,
Каждая тварь Божья питается плодами рук своих, а? Смелей, отец дьякон. Лечу как ангел. А я это сделал гораздо проще. Бог в помощь. Спасибо, отец Иосиф. Ну-ну. Пошли. Ты каждый день споришь со мной и всегда бываешь неправ. Да нет, Симон. Мы с тобой поспорим после праздника. А сейчас зайдем к нашему Ашта. Зайдем. Слышишь, он даже в праздник работает. Слышу. О, здравствуй, Ашта! Пойдем на праздник. Здравствуйте, неразлучные друзья! Ну, собирайся. Эй, праздники хорошо начинаются, но быстро проходят. Так и жизнь человеческая. Сегодня люди живут, ждут чего-то. А завтра им уже нужно ставить памятники. Вот я и тружусь. С утра до ночи. Заказывайте, пока я добрый. Посмотрим. Женщина без сердца 30 копеек стоит. А с сердцем чуть-чуть подороже будет. А вам бесплатно. Подойдет? Подожди, рано тебе умирать. Что я без тебя делать буду? Умирать не будем. Ну, тогда выпьем за ваше здоровье. Нет, Ашта. Выпьем сначала за упокой души хозяйки моего друга Симона. Верно, деда. Рух шагу, Сухурбян. Бараштер, царь мертвых строк. Ты хоть с ним не спорь. Эх, Цухурбян, Цухурбян. Один я остался. С моим петухом. А помнишь, как мы танцевали с тобой на свадьбе у Закко?
по-вашему? С праздником вас! В нашем доме нет праздника, отец Иосиф. И в горе, и в радость люди должны быть братьями. Тамират, я же тебя зову. Прошлой зимой умер ваш ребенок, и вы не заплатили нам за похороны. А мы ждали. Мы понимаем, что слезам надо дать время высохнуть. Мы не забыли о долге. Но сейчас просто не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот ваш долг гуляет. А говорили не можем. А? Отец Яков. Спасибо вам. Ах, как вам будет благодарна матушка Попадья. Она даже прослезится. Пошли. А все же ты вчера был неправ, дедо. Ой. Царей в мире 3. 5. Ты не устал, дедо? Нет, не устал. А я тоже не устал. 3. 5. 3. 5. 3. 5. 3. Ой, 5. Ну, хорошо. Пусть будет 5. Но самый сильный из всех царей русский царь. Какой ты мудрый, Симон. Сам мудрый. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Но самый большой помещик наш князь Махарбек. Да-да, дедо. Все ты придумываешь, Симон. Это я придумываю. Да. Он даже царя от смерти спас. Не Махарбек был в гостях у русского царя, а его отец Заурбек. Хуаварта Хазарма Басова. Опять ты споришь? Это я знаю как свой нос, как свои уши, как свои пальцы. Ты что, Симон, говоришь, а? Ты что, Бог, что ли? Бог, Бог, Бог. Тогда слушай, как это было. Один человек подарил царю коляску. Не, никогда Махарбек не был в гостях у русского царя, ясно? Царь хотел прокатиться, но... Идем, идем. А что дальше было? Но наш Махарбек остановил его. Стой, царь! Сначала нужно коней попробовать. Царь приказал неизвестному человеку сесть в коляску. Тот отказывался. Но слову царскому нельзя перечить. Человек сел в коляску, и тройка помчалась. Вдруг раздался страшный взрыв. И кони, и коляска, и человек
и все разлетелось в клочья. Да. А что было дальше? Тогда царь посмотрел на Махарбека и сказал: «Ты спас меня от смерти, Махарбек, бери полцарства». А наш князь Махарбек ответил: «Нет, не возьму. Вот как. Я спас тебя по дружбе». Да. И Махарбек не взял полцарства? А на что это ему все нужно? Его собственным землям конца и края нету. За светлейшего князя Махарбека, дай Бог ему долгих лет жизни и счастья. Только наш отец Иосиф говорит всю жизнь правду. Баркат, барачет в этом доме. Не-не-не, ни капли. Михо, чада мои, не задерживайте священнослужителя. Вечером нужно помолиться Индюк, за да, вас индюк, перед индюк. Господом Сейчас Богом. принесет хозяйка. Будь здоров и ты. Спасибо. Хороший. Давай подумаем, Михо. Что было у Господа нашего в начале творения? Ничего. Возьми яблоко. Возьми. А разве так было? Не, совсем по-другому. Эта женщина, Ева, дала Адаму яблоко. И согрешили они пред Господом Богом. А? Ничего не поняла. Бестолковая. Трудиться надо, Михо, трудиться. Дома строить высокие, с большими окнами. Не пей, Михо, воду, пей вино. Видит Бог, вернется к тебе с домой. Обязательно вернется. Дай Бог. Удалец был в молодые годы, и где только я не побывал. В стране лезгин, в стране армян. И
даже в кабарде бывал. Ты должен это знать, Симон. Кому ты говоришь, дедо? Эти сказки рассказывай своим внукам. Эй, это я был удалец. О, это... Ух, какой сердитый. Орел парень. А ну-ка, дайте-ка его сюда. Дай Бог, чтобы ты вырос сильным и могучим. Любимцем народа, как нарт во Франции. Чтобы в схватке с врагами всегда выходил победителем, как он. Дай Бог. Музыку уже танцует. Здравствуй, Тедо. Здравствуй. Здравствуй, наш отец Иосиф. Отец Дьяк, как я рад видеть тебя живым и бодрым. Спасибо, наш священный отец Иосиф. Но вот здоровья Бог не дает. Пора, наверное. Что делать? Все мы грешны, не вечны на этой земле. Панихиду за тебя служим, Тедо. Надо бы заранее о себе побеспокоиться, а? Хорошая у тебя уточка, Тедо, а? Деду, деду, смотри, что за всадники. Отсюда не видно. Едет! Смотри! Праздником вас, праздником! Красавицы мои! Салам, салам, святые отцы! Доброе утро, отец Иосиф. Да благословит тебя Господь, сын мой. Да, у вас настоящий, как сказать. А ну, убирайтесь отсюда! Что это вы с позаранку на ногах, а? Кто рано встает, тому Бог подает. Похоже, что вы сегодня не спали, отец Иосиф.
О, кстати, а как поживает матушка Попадья, а? Скучай. Конечно, Розе очень нужны шипы, отец Иосиф. Но ее должны окружать и зеленые листья. Да. Отчего твоя борода так пожелтела? Ты что, на очагом ее коптишь, а? От меда и масла, от дыма шашлыков. А это что еще за курица? Это петух Махарбек. Князь Махарбек. Он будет петь для маленького внука Закко. Эх, мы уйдем в страну мертвых, Махарбек. А мальчик всегда будет помнить, что каждое утро просыпался с песней моего отца. Да, это действительно петух. Взгляните, отец Иосиф, какой красавец! Другие петухи рядом с ним, ну просто старые ревнивцы. Да-да. Да, да, да. Ну и петух, настоящий кавалер карт. Может быть, он еще и летать умеет? Умеет, как орел летает. О! Не может быть! Метко стреляет наш князь Махарбек. Утя! Дай перышко. Отец Иосиф. Отец Иосиф. Черт побери. Вечно путаетесь под ногами.
Доброе утро, Боцо. Боцо, слышу тебя. Иду. А ты хорошо пел. Очень хорошо. Эй, петух мой, сегодня праздник Кахсканан. В честь мальчиков, родившихся в этом году. Да, Боцо, да. Дедо! Эй, дедо! Ого, Симон! Иди сюда. Пора идти на праздник Зако. Ох, Симон, а как же мы с пустыми руками пойдем? Что люди скажут? Люди скажут. Старый Симон подарил правнуку Зако свое богатство. Пусть мальчик просыпается вместе с моим петухом. Я хочу, чтобы мальчик слышал на рассвете звонкий голос моего единственного белокрылого Боцо. Симон, ты прав. Пусть мальчик просыпается вместе с твоим Боцо. Вот так, дедо. И что ты всегда мимо лестницы сходишь? А ты куда полез, дедо? А я тогда возьму свою утку. И ты сравниваешь свою утку с моим петухом? Ну ладно, пойдем. Да, блажен, кто верует. Люди ждут нас, отец с Тьяком. Надо поторопиться. Подожду. Разве праздник может обойтись без Господа Бога, а? Эх, всякий человек хочет предстать перед Господом своим с чистым сердцем. А ты, а? Знаешь, как сказано было, каждая тварь Божья питается плодами рук своих, а? Смелей, отец дьякон. Лечу как ангел. А я это сделал гораздо проще. Бог в помощь. Спасибо, отец Иосиф. Ну-ну. Пошли. Ты каждый день споришь со мной и всегда бываешь неправ. Да нет, Симон. Мы с тобой поспорим после праздника. А сейчас зайдем к нашему Ашта. Зайдем. Слышишь, он даже в праздник работает. Слышу. О, здравствуй, Ашта! Пойдем на праздник. Здравствуйте, неразлучные друзья! Ну, собирайся. Эй, праздники хорошо начинаются, но быстро проходят. Так и жизнь человеческая. Сегодня люди живут, ждут чего-то.
А завтра им уже нужно ставить памятники. Вот я и тружусь. С утра до ночи. Заказывайте, пока я добрый. Посмотрим. Женщина без сердца 30 копеек стоит. А с сердцем чуть-чуть подороже будет. А вам бесплатно. Подойдет? Подожди, рано тебе умирать. Что я без тебя делать буду? Умирать не будем. Ну тогда выпьем за ваше здоровье. Нет, а что? Выпьем сначала за упокой души хозяйки моего друга Симона. Верно, деда. Рух шагу, Сухурбян. Рух шагу. Бараштер, царь мертвых строк. Ты хоть с ним не спорь. Эх, Цухурбян, Цухурбян. Один я остался. С моим петухом. А помнишь, как мы танцевали с тобой на свадьбе у Закко? Мир дому вашему. С праздником вас. В нашем доме нет праздника, отец Йосиф. И в горе, и в радость люди должны быть братьями. Тамират, я же тебя зову. Прошлой зимой умер ваш ребенок, и вы не заплатили нам за похороны. А мы ждали. Мы понимаем, что слезам надо дать время высохнуть. Мы не забыли о долге. Но сейчас просто не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот ваш долг гуляет. А говорили, не можем. А? Отец Яков.
Спасибо вам. Ах, как вам будет благодарна матушка Попадья. Она даже прослезится. Пошли. А все же ты вчера был не прав, дедо. Царей в мире 3. 5. Ты не устал, дедо? Нет, не устал. А я тоже не устал. 3. 5. 3. 5. 3. 5. 3. Ой, 5. Ну, хорошо. Пусть будет 5. Но самый сильный из всех царей русский царь. Какой ты мудрый, Симон. Сам мудрый. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Но самый большой помещик наш князь Махарбек. Да-да, дедо. Все ты придумываешь, Симон. Это я придумываю. Да. Он даже царя от смерти спас. Не Махарбек был в гостях у русского царя, а его отец Заурбек. Басова. Опять ты споришь? Это я знаю как свой нос, как свои уши, как свои пальцы. Ты что, Симон, говоришь, а? Ты что, Бог, что ли? Бог, Бог, Бог. Тогда слушай, как это было. Один человек подарил царю коляску. Не, никогда Махарбек не был в гостях у русского царя, ясно? Царь хотел прокатиться, но... Идем, идем. А что дальше было? Но наш Махарбек остановил его. Стой, царь! Сначала нужно коней попробовать. Царь приказал неизвестному человеку сесть в коляску. Тот отказывался. Но слову царскому нельзя перечить. Человек сел в коляску. И тройка помчалась. Вдруг раздался страшный взрыв. И кони, и коляска, и человек. И все разлетелось в клочья. Да. А что было дальше? Тогда царь посмотрел на Махарбека и сказал: «Ты спас меня от смерти, Махарбек, бери полцарства». А наш князь Махарбек ответил: «Нет, не возьму. Вот как. Я спас тебя по дружбе». Да. И Махарбек не взял полцарства? А на что это ему все нужно? Его собственным землям конца и края нету.
до светлейшего князя Махарбека. Дай Бог ему долгих лет жизни и счастья. Только наш отец Иосиф говорит всю жизнь правду. Баркат, барачет в этом доме. Не-не-не, ни капли. Михо, чада мои, не задерживайте священнослужителя. Вечером нужно помолиться Индюк, за где? вас Индюк, перед индюк. Господом Вот там, сейчас Богом. принесет хозяйка. Будь здоров и ты. Спасибо. Хороший. Давай подумаем, Михо. Что было у Господа нашего в начале творения? Ничего. Возьми яблоко. Возьми. А? А разве так было? Не, совсем по-другому. Эта женщина, Ева, дала Адаму яблоко. И согрешили они пред Господом Богом. А? Ничего не поняла, бестолковая. Трудиться надо, Михо, трудиться. Дома строить высокие, с большими окнами. Не пей, Михо, воду, пей вино. Видит Бог, вернется к тебе здоровье. Обязательно вернется. Дай Бог. Какой я удалец был в молодые годы, и где только я не побывал. И в стране лезгин, в стране армян, и даже в Кабарде бывал. Ты должен это знать, Симон. Кому ты говоришь, дедо? Эти сказки рассказывай своим внукам. Эй, это я был удалец. А? Это?
Да. смотри, Ух, сердитый какой какой. сердитый. Орел парень. А ну-ка, дайте-ка его сюда. Беги. Дай Бог, чтобы ты вырос сильным и могучим. Амерсов! Любимцем народа, как нарт под Францию. Амерсов! Чтобы в схватке с врагами всегда выходил победителем, как он. Амерсов! Дай Бог. Музыку уже танцует. Ну, раз, раз, ну. Здравствуй, Теодор. Здравствуй. Здравствуй, наш отец Иосиф. Отец Тиак, как я рад видеть тебя живым и бодрым. Спасибо, наш священный отец Иосиф. Но вот здоровья Бог не дает. Пора, наверное. Что делать? Все мы грешны, не вечны на этой земле. Панихиду за тебя служим, Тедо. Надо бы заранее о себе побеспокоиться, а? Хорошая у тебя уточка, Тедо, а? Деду, деду, смотри, что за всадники. Отсюда не видно. Едет! Смотри! Праздником вас, праздником! Красавицы мои! Салам, салам, святые отцы! Доброе утро, отец Иосиф. Да благословит тебя Господь, сын мой. Да, у вас настоящий, как сказать. А ну, убирайтесь отсюда! Что это вы с позаранку на ногах, а? Кто рано встает, тому Бог подает. Похоже, что вы сегодня не спали, отец Иосиф. О, кстати, а как поживает матушка Попадья, а? Скучай. Конечно, Розе очень нужны шипы, отец Иосиф. Но ее должны окружать и зеленые листья. Да. Отчего твоя борода так пожелтела? Ты что, на очагом ее коптишь, а? От меда и масла, от дыма шашлыков. А это что еще за курица?
Это петух Махарбек. Князь Махарбек. Он будет петь для маленького внука Закко. Эх, мы уйдем в страну мертвых, Махарбек. А мальчик всегда будет помнить, что каждое утро просыпался с песней моего отца. Да, это действительно петух. Взгляните, отец Иосиф, какой красавец! Другие петухи рядом с ним, ну просто старые ревнивцы. Да-да. Да. Ну и петух. Настоящий кавалер карт. Может быть, он еще и летать умеет? Умеет, как орел летает. О! Не может быть! Метко стреляет наш князь Махарбек. Утя! Дай перышко. Отец Иосиф. Отец Иосиф. Черт побери. Вечно путаетесь под ногами.
Доброе утро, Боцо. Боцо, слышу тебя. Иду. А ты хорошо пел. Очень хорошо. Эй, петух мой, сегодня праздник Кахсканан. В честь мальчиков, родившихся в этом году. Да, Боцо, да. Дедо! Эй, дедо! Ого, Симон! Иди сюда. Пора идти на праздник Зако. Ох, Симон, а как же мы с пустыми руками пойдем? Что люди скажут? Люди скажут. Старый Симон подарил правнуку Зако свое богатство. Пусть мальчик просыпается вместе с моим петухом. Я хочу, чтобы мальчик слышал на рассвете звонкий голос моего единственного белокрылого Боцо. Симон, ты прав. Пусть мальчик просыпается вместе с твоим Боцо. Вот так, дедо. И что ты всегда мимо лестницы сходишь? А ты куда полез, дедо? А я тогда возьму свою утку. Ты сравниваешь свою утку с моим петухом? Ну ладно, пойдем. Да, блажен, кто верует. Люди ждут нас, отец с Тьяком. Надо поторопиться. Подожду. Разве праздник может обойтись без Господа Бога, а? Эх, всякий человек хочет предстать перед Господом своим с чистым сердцем. А ты, а? Знаешь, как сказано было, каждая тварь Божья питается плодами рук своих, а? Смелей, отец дьякон. Лечу как ангел. А я это сделал гораздо проще. Бог в помощь. Спасибо, отец Иосиф. Ну-ну. Пошли. Ты каждый день споришь со мной и всегда бываешь неправ. Да нет, Симон. Мы с тобой поспорим после праздника. А сейчас зайдем к нашему Ашта. Зайдем. Слышишь, он даже в праздник работает. Слышу. О, здравствуй, Ашта! Пойдем на праздник. Здравствуйте, неразлучные друзья. Ну, собирайся. Эй, праздники хорошо начинаются, но быстро проходят. Так и жизнь человеческая. Сегодня люди живут, ждут чего-то.
А завтра им уже нужно ставить памятники. Вот я и тружусь. С утра до ночи. Заказывайте, пока я добрый. Посмотрим. Женщина без сердца 30 копеек стоит. А с сердцем чуть-чуть подороже будет. А вам бесплатно. Подойдет? Подожди, рано тебе умирать. Что я без тебя делать буду? Умирать не будем. Ну, тогда выпьем за ваше здоровье. Нет, а что? Выпьем сначала за упокой души хозяйки моего друга Симона. Верно, дедок. Шагу, Сухорбян. Бараштер, царь мертвых строк. Ты хоть с ним не спорь. Эх, Цухурбян, Цухурбян. Один я остался. С моим петухом. А помнишь, как мы танцевали с тобой на свадьбе у Закко? Мир дому вашему. С праздником вас. В нашем доме нет праздника, отец Йосиф. И в горе, и в радость люди должны быть братьями. Да, Мират? Я же тебя зову. Прошлой зимой умер ваш ребенок, и вы не заплатили нам за похороны. А мы ждали. Мы понимаем, что слезам надо дать время высохнуть. Мы не забыли о долге. Но сейчас просто не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот ваш долг гуляет. А говорили, не можем. А? Отец Яков.
Спасибо вам. Ах, как вам будет благодарна матушка Попадья. Она даже прослезится. Пошли. А все же ты вчера был неправ, дедо. Царей в мире 3. 5. Ты не устал, дедо? Нет, не устал. А я тоже не устал. 3. 5. 3. 5. 3. 5. 3. Ой, 5. Ну, хорошо. Пусть будет 5. Но самый сильный из всех царей русский царь. Какой ты мудрый, Симон. Сам мудрый. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Но самый большой помещик наш князь Махарбек. Да-да, дедо. Все ты придумываешь, Симон. Это я придумываю. Да. Он даже царя от смерти спас. Не Махарбек был в гостях у русского царя, а его отец Заурбек. Мабасова, опять ты споришь? Это я знаю как свой нос, как свои уши, как свои пальцы. Ты что, Симон, говоришь, а? Ты что, Бог, что ли? Бог, Бог, Бог. Тогда слушай, как это было. Один человек подарил царю коляску. Не, никогда Махарбек не был в гостях у русского царя, ясно? Царь хотел прокатиться, но... Идем. А что дальше было? Но наш Махарбек остановил его. Стой, царь! Сначала нужно коней попробовать. Царь приказал неизвестному человеку сесть в коляску. Тот отказывался. Но слову царскому нельзя перечить. Человек сел в коляску. И тройка помчалась. Вдруг раздался страшный взрыв. И кони, и коляска, и человек. И все разлетелось в клочья. Да. А что было дальше? Тогда царь посмотрел на Махарбека и сказал: ты спас меня от смерти, Махарбек, бери полцарства. А наш князь Махарбек ответил: нет, не возьму. Вот как. Я спас тебя по дружбе. Да. И Махарбек не взял полцарства? А на что это ему все нужно? Его собственным землям конца и края нету.
за светлейшего князя Махарбека. Дай Бог ему долгих лет жизни и счастья. Только наш отец Иосиф говорит всю жизнь правду. Баркат Барачет в этом доме. Не-не-не, ни капли. Михо, чада мои, не задерживайте священнослужителя. Вечером нужно помолиться Индюк, за где? вас Индюк, перед индюк. Господом Вот там, сейчас Богом. принесет хозяйка. Будь здоров и ты. Спасибо. Спасибо. Хороший. Давай подумаем, Михо. Что было у Господа нашего в начале творения? Ничего. Возьми яблоко. Возьми. А? А разве так было? Не, совсем по-другому. Эта женщина, Ева, дала Адаму яблоко. И согрешили они пред Господом Богом. А? Ничего не поняла, бестолковая. Трудиться надо, Михо, трудиться. Дома строить высокие, с большими окнами. Не пей, Михо, воду, пей вино. Видит Бог, вернется к тебе с домой. Обязательно вернется. Дай Бог. Удалец был в молодые годы, и где только я не побывал. И в стране лезгин, в стране армян, и даже в Кабарде бывал. Ты должен это знать, Симон. Кому ты говоришь, дедо? Эти сказки рассказывай своим внукам. Эй, это я был удалец. А? Это? Смотрите,
какой сердитый, а? Орел парень. А ну-ка, дайте-ка его сюда. Дай Бог, чтобы ты вырос сильным и могучим. Амерсов! Любимцем народа, как нарт во Франции. Амерсов! Чтобы в схватке с врагами всегда выходил победителем, как он. Амерсов! Дай Бог. Музыку уже танцует. Ну, раз, раз. Здравствуй, Теодор. Здравствуй. Здравствуй, наш отец Иосиф. Отец Тьяк, как я рад видеть тебя живым и бодрым. Спасибо, наш священный отец Иосиф. Но вот здоровья Бог не дает. Пора, наверное. Что делать? Все мы грешны, не вечны на этой земле. Панихиду за тебя служим, Тедо. Надо бы заранее о себе побеспокоиться, а? Хорошая у тебя уточка, Тедо, а? Деду, деду, смотри, что за всадники. Отсюда не видно. Едет! Смотри! Праздником вас, праздником! Красавицы мои! Салам, салам, святые отцы! Доброе утро, отец Иосиф. Да благословит тебя Господь, сын мой. Да, у вас настоящий, как сказать. А ну, убирайтесь отсюда! Что это вы с позаранку на ногах, а? Кто рано встает, тому Бог подает. Похоже, что вы сегодня не спали, отец Иосиф. О, кстати, а как поживает матушка Попадья, а? Скучай. Конечно, Розе очень нужны шипы, отец Иосиф. Но ее должны окружать и зеленые листья. Да. Отчего твоя борода так пожелтела? Ты что, на очагом ее коптишь, а? От меда и масла, от дыма шашлыков. А это что еще за курица?
петух Махарбек. Князь Махарбек. Он будет петь для маленького внука Закко. Эх, мы уйдем в страну мертвых, Махарбек. А мальчик всегда будет помнить, что каждое утро просыпался с песней моего отца. Да, это действительно петух. Взгляните, отец Иосиф, какой красавец! Другие петухи рядом с ним, ну просто старые ревнивцы. Да-да. Да. Угу. Ну и петух, настоящий кавалер карт. Может быть, он еще и летать умеет? Умеет, как орел летает. О! Не может быть! Метко стреляет наш князь Махарбек. Утя! Дай перышко. Отец Иосиф. Отец Иосиф. Черт побери. Вечно путаетесь под ногами.